мы можем с полной уверенностью утверждать, что мы двигаемся в направлении именно этой белой зоны. Миллионы вопросов на самые разные темы. Президент России Владимир Путин провел 16-ю по счету прямую линию. Народное собрание Республики Ингушетия постановляет: первое. Назначить голосование по избранию главы Республики Ингушетия депутатами Народного собрания Республики Ингушетия на 9 сентября 2018 года. Стала известна дата избрания главы Ингушетии. В Народном собрании прошло заседание Совета регионального парламента. Взяли с поличным, с лирикой и тропикамидом. В селе Барсуки задержаны торговцы психотропных веществ. Специальность какая? Анестезиология. Фамилия? Котваева. Желающих сотни, а мест всего 47. В Минздраве прошло распределение целевых мест в ординатуру. Один из элементов наряда ингушской невесты – шапочка ки. Ки шили в основном из желтого, красного, голубого и зеленого, бархата и шелка. В Краеведческом музее открылась выставка ингушских женских головных уборов. На канале Ингушетия Новости 24. Добрый вечер. Начинаем выпуск с главного события. В Москве завершилась прямая линия с Владимиром Путиным. Она началась ровно в полдень и продлилась более 4 часов. Интерес к программе оказался огромным. Еще до начала было принято около 2 миллионов вопросов. Касались они разных тем, начиная от личных и заканчивая внешней и внутренней политикой государства. Репортаж Мадины Пугоевой. Диалог народа с главой государства длился больше 4 часов. За это время удалось охватить самые актуальные и острые вопросы – здравоохранение, строительство, образование, социально-экономическая ситуация в России и внешнеполитические отношения. Больше 2 миллионов вопросов и обращений приняли организаторы программы посредством СМС-сообщений, звонков, видеосвязи и прямых включений. Еще до начала прямой линии традиционно глава государства поделился успехами страны в развитии экономики. Растет промышленность и сельское хозяйство, экспортируются машины, оборудование, вооружение и многое другое. У нас стабильные, хорошие условия для развития экономики. Ну и, наконец, один из важнейших показателей. У нас продолжает расти продолжительность жизни. Первое. И второе, мы все-таки вышли на устойчивый рост доходов граждан. Заработные платы выросли на 1,9%, а реальные доходы населения на 3,8%. Тоже разные цифры эксперты приводят. Если вычистить дополнительные выплаты для пенсионеров в размере 5000 рублей, которые было сделаны в конце прошлого года, то это будет как раз 3,8. Конечно, я сразу хочу сказать и оговориться, и чтобы наши уважаемые зрители, слушатели тоже это услышали еще раз. Конечно, это не каждый человек на себе ощущает. Но в целом это абсолютно объективная статистика. И это так оно и есть. Это правда на самом деле. У нас растет экспорт машин и оборудования. Причем существенно растет. Что говорит о определенных структурных изменениях в экономике. Я уже с удовлетворением отмечал, что растет экспорт сельхозпродукции. Вот смотрите, он в позапрошлом году был 20 миллиардов. И было приятно, что он превысил экспорт вооружений. Вооружений 15 миллиардов, сельхозтовары 20 миллиардов. Теперь уже 23. И будет еще больше в этом году. То есть мы можем с полной уверенностью утверждать, что мы двигаемся в направлении именно этой белой зоны. В мае текущего года Владимир Путин утвердил новый состав правительства, что впоследствии стало предметом дискуссий и споров. Объясняя свое решение, глава государства отметил, что стабильность и устойчивое развитие страны возможно только при условии, когда те, кто готовил решение для прорывного развития нашей страны, продолжат этот курс в том же направлении, а новые, уже зарекомендовавшие себя члены правительства, окажут им в этом неоценимую поддержку. План развития, о необходимости реализации которого мы говорим на протяжении последних лет, он готовился прежним составом правительства на протяжении последних минимум 1,5 лет. И я
прекрасно знаю, что если бы мы 100% зачистили все правительство и привели бы абсолютно новых людей, даже людей очень грамотных, хорошо подготовленных, минимум 2 года потребовалось бы на то, чтобы сформулировать или уже имеющиеся задачи, либо новые. Мы потеряли бы минимум 2 года. У нас нет этих 2 лет. Поэтому и было принято мною решение, что правительство должно быть обновлено, значительно обновлено за счет свежих людей, если уж позволите мне применить такой термин, но хорошо подготовленных и зарекомендовавших себя на больших ответственных участках работы, но и необходимо было оставить тех, кто готовил решения для прорывного развития нашей страны, для того, чтобы персонифицировать ответственность за то, что было сделано до сих пор, и то, что намечается в ближайшее время. Я думаю, что у нас оптимальный состав правительства на сегодняшний день. Третьим по актуальности вопросом стало повышение цен на бензин. В некоторых городах страны стоимость топлива уже увеличилась на 6 рублей. Автолюбители негодуют. Жители Ульяновской области, к примеру, устроили акцию протеста. Другие и вовсе спешат продать свою машину. Чаяние любителей четырехколесного транспорта во время прямой линии с Владимиром Путиным высказал Алексей Караваев из Санкт-Петербурга. Меня зовут Караваев Алексей, город Санкт-Петербург. Скажите, пожалуйста, как долго еще будут расти цены на топливо? 45 рублей литр солярки. Сколько ж можно это терпеть? Ну невозможно уже. Остановите как-то это. Цены на нефть на мировом рынке поднялись. Для того, чтобы загрузить свои НПЗ, нефтеперерабатывающие заводы, компании наши делают это, но они считают недополученную выгоду за тот объем нефти, который направляют на НПЗ, который они могли бы, как они полагают, реализовать на внешнем рынке и получить больше доход. Вот чтобы вот эти условно выпадающие доходы компенсировать, поднимают цены и на бензин, и на дизельное топливо. Правительство приняло уже ряд решений на этот счет. Напомню, совсем недавно это было сделано. Кстати говоря, в диалоге с нашими ведущими нефтегазовыми компаниями что было сделано? Во-первых, снижен акциз по бензину на 3, по дизтопливу на 2, на 2000, на 3 и на 2000. Значит, принято решение отменить планировавшееся ранее с 1 июля этого года дальнейшее повышение акцизов, его не будет. Вот к осени текущего года должны быть приняты дополнительные меры по стабилизации ситуации на рынке. В числе самых острых и актуальных вопросов и отношения страны с Западом. Почему соседние государства даже не пытаются услышать аргументы российского руководства? И как долго будут продолжаться бесконечные обвинения в наш адрес? Почему это делается? Потому что видят в России угрозу, видят, что Россия становится для них конкурентом. Не представляется, что это очень ошибочная политика, потому что нужно не сдерживать кого бы то ни было, в том числе и Россию, а наладить конструктивное взаимодействие. И тогда общий эффект для мировой экономики будет исключительно позитивным, причем для подавляющего большинства участников международного общения. И понимание этого все-таки приходит к нашим партнерам. Вы же видите, что во многих странах происходит. Там уже на политическом уровне все говорят о необходимости выстраивать нормальные отношения. Для России очевидно, что мы должны защищать свои интересы. Делать это последовательно, не по-хамски, не грубо, но защищать свои интересы и в сфере экономики, и в сфере безопасности. Мы это делали и будем делать. Но мы всегда ищем компромиссы, стремимся к этим компромиссам. Это все закончится давление тогда, когда наши партнеры убедятся, что применяемые ими методы неэффективны, контрпродуктивны, вредны для всех, и что придется считаться с интересами Российской Федерации.
85 регионов страны на прямой связи с Москвой и десяток включений из различных городов России. Впервые за всю историю этой программы была задействована видеосвязь с главами субъектов, федеральными министрами и вице-премьерами, в числе которых и глава республики Юнусбек Евкуров. Такое новшество организации диалога власти с народом позволило решить некоторые вопросы прямо в студии. Затронули во время такого диалога с членами Кабинета министров и вопрос внедрения общенациональной программы по борьбе с онкологическими заболеваниями. По детской онкогематологии у нас 90 с лишним процентов излечения уже. Вот после строительства онкогематологического детского центра в Москве. А было, я уже боюсь об этом говорить, там где-то в районе 30% и меньше. А сейчас 90 с лишним. То есть результаты возможны. Что для этого нужно сделать? Первое, я уже об этом сказал, ранняя диагностика. Второе, нам нужно уделить внимание больше ядерной медицине. Потому что исследования с помощью вот этих новейших средств, они как раз и позволяют выявлять на ранней стадии или купировать то, что уже имеет место. Значит, теперь лекарственное обеспечение и химиотерапия. Это должны быть эффективные, отвечающие современным требованиям отечественные препараты. Безусловно, нужно поработать над тем, чтобы появлялись в отрасли такие люди, как вы, молодые, увлеченные своим делом, перспективные, нужные для отрасли специалисты. Ну и должен вам сказать, что сейчас эта программа готовится. Онкоцентры надо, конечно, и строить новые, и дооборудовать то, что есть. Эта программа сейчас готовится. Она будет стоить по предварительным подсчетам примерно до 2024 года 1 триллион рублей. И это вот как раз 1 триллион из тех 8 дополнительных, о котором я говорил. Собственно, вот на что должны, в том числе, на что должны быть потрачены деньги из тех дополнительных 8 триллионов, которые мы должны получить в ходе работы в ближайшее время. Президент также добавил, что необходимо осуществить новые программы создания передвижных комплексов и новых фельдшерско-акушерских пунктов. На первую программу предусмотрено 10, на вторую почти 7,5 миллиарда рублей. Говоря об изменениях в ипотечном кредитовании многодетных семей, Владимир Путин ответил на вопрос Дмитрия Верховского. Мы узнали, что в соответствии с вашим поручением правительство приняло постановление за номером 1711, вот оно у меня распечатано, я специально его распечатал, которое дает право на снижение ипотечной ставки с 13%, вот как у нас сейчас, до 6%. Для нас было бы это просто замечательным подспорьем. Вот. Но когда мы обратились в банк, нам сказали, что мы, к сожалению, не попадаем под данную программу, потому что у нас уже есть 3 детей, и в случае рождения 4-го ребенка нам льгота не положена. Уважаемый Владимир Владимирович, мы хотели бы к вам обратиться с просьбой как-то изменить этот пункт номер 9, чтобы он звучал следующим образом, что данная льгота по снижению ставки до 6% распространяется на граждан, у которых рождается 2-й и последующий ребенок, последующие дети. Тогда данной льготой смогут воспользоваться и многодетные семьи, так как ей сейчас пользуются семьи с 2 детьми и 3. Огромное вам спасибо, мы на вас очень надеемся. Что я могу сказать? Вы правы. Да, это решение, о котором вы сейчас сказали, которое изложено в постановлении правительства, оно, я думаю, я сейчас разочарую, наверное, Министерство финансов, оно ошибочно, и его нужно поправить. Стоить это будет примерно, если я не ошибаюсь, где-то 9 миллиардов рублей. Это не такие уже большие деньги большие, конечно, но не такие большие, имея в виду необходимость поддержки семей с детьми и решения демографических вопросов и проблем, перед которыми стоит наша страна. Обязательно переговорю на этот счет с председателем правительства. Мы это сделаем, мы это поправим. За 4 с лишним часа Владимир Путин успел ответить в прямом эфире на 79 вопросов. Всего их поступило больше 2,5 миллионов. Президент заверил, что все поступившие обращения будут проанализованы и проработаны. Мадина Пугуева, Новости 24.
О реализации мер, направленных на недопущение вовлечения молодежи республики в экстремистскую деятельность, и о мерах по обеспечению безопасности на территории Ингушетии в период проведения чемпионата мира по футболу говорили на внеочередном заседании антитеррористической комиссии региона. Юнузбек Ювкуров дал указания главам муниципальных образований провести профилактические беседы с населением и призвать жителей региона без особой надобности не выезжать за пределы региона в города, где будут проходить футбольные матчи чемпионата мира. Всем главам муниципальных образований у себя провести соответствующую работу по линии глав начальников ГОВОДа, РОВОДа Дмитрий Богданович тоже провести соответствующую работу по адресам, по всем направлениям. И Совету безопасности выступить и выложить на своем сайте, в том числе обращение. Ну и мое обращение тоже к гражданам, что без особой надобности в эти регионы до окончания чемпионата мира не выезжать. А те, кто выезжают, опять же, это не обязаловка, это рекомендации мои. Есть Совет безопасности, ставите свой номер телефона и координаты, ставить в известный Совет безопасности, что вы выезжаете в тот или иной регион и по какой причине. Про тех, у которых есть уголовное прошлое, про них вообще нет разговора. Конечно, воздержаться от любых поездок, это тоже мои рекомендации. Те наши болельщики, которые поедут болеть на футбольных матчах, просил бы с собой взять наши флаги национальные, в том числе атрибутику, сувениры из болельщиков других государств, в том числе можно делиться, обмениваться и так далее. На это все обращаем внимание. Дальше, в рамках этого мероприятия, это историческое мероприятие для нашей новейшей истории России. Юнузбек Ювкуров стал лидером среди глав СКФО по упоминаемости в соцсетях на Петербургском международном экономическом форуме 2018. Исследование компании Brand Analytics проводилось с 22 по 28 мая. При этом наибольшая информационная активность зафиксирована непосредственно в дни прохождения форума. В ходе анализа учитывались сообщения в таких каналах, как Twitter, ВКонтакте, Facebook, Instagram и других. За время исследования количество сообщений в соцмедиа с упоминанием Юнузбека Ювкурова составило более 1200. Общая аудитория этих сообщений более 7,5 миллионов человек. Напомню, что Ингушетия в рамках Международного экономического форума достигла договоренностей о сотрудничестве с Индией и Бахрейном, а также подписала 9 соглашений с крупными российскими госкорпорациями, компаниями, вузами и рядом субъектов России. Сегодня ингушские парламентарии единогласно приняли постановление о дате голосования по избранию главы Ингушетии депутатами Народного собрания республики. На заседании Совета регионального парламента также заслушали доклад о проделанной работе за прошлый год уполномоченного по правам человека Джамбулата Аздоева. Репортаж Индиры Манкеевой. 1356 обращений, из них 339 письменных и 1017 устных, 627 по телефону. Уполномоченный по правам человека доложил депутатам, что в 2017 году наблюдалось увеличение письменных и устных обращений на 13,9%. Многие вопросы поступили и в ходе личного приема граждан. Нарушение трудовых прав, невыплата заработной платы или пенсии, социальные вопросы, жалобы на сотрудников правоохранительных органов. Они, кстати, значительно сократились за отчетный период. Также поступали обращения от переселенцев из аварийного и ветхого жилья. Все обращения они были рассмотрены в установленный законом срок. Было совершено 38 выездных проверок. И по результатам обращения 32 случаев, 32% случаев оказано реальное содействие. Остальных случаев либо это содействие не оказано в связи с отсутствием моей компетенции, либо, значит, нарушений прав человека не было установлено. Депутатам, как правило, тоже поступают жалобы от населения. И сегодня все они были озвучены омбудсмену с дальнейшей просьбой разобраться в них. Еще один злополучный вопрос поднимает Марьям Амриева. Суть заключается в том, что в некоторых школах, а именно МАГАСа, бывает проблематично устроить ребенка. Даже если прописка городская, все равно руководство школы идет на отказ. Депутат поинтересовалась, много ли подобных жалоб поступает к уполномоченному и какие меры предпринимаются для разрешения проблемы. В этих вопросах, я считаю, не надо изобретать велосипед.
есть четкое законодательство. Вот мы открываем действующее законодательство, и мы видим, что прежде всего вопрос связан с местом проживания. Возникает вопрос, справка, один из документов, который необходим для поступления в школу, о месте жительства. Значит, если прописки нет, то и справку не выдают. Но откройте гражданское законодательство. Что сказано? Местом жительства гражданина считается место его преимущественного фактического проживания. Но тогда надо установить, фактически проживает гражданин по этому адресу или нет. Ну а подводя итоги выступления омбудсменом, подготовлена резолюция. Принимать ее спикер парламента не поспешил. После парламентских каникул она будет дополнена и только после этого будет принята. Также Народное собрание республики приняло постановление о назначении единого дня голосования. Выборы главы республики состоятся 9 сентября. Теперь региональные отделения политических партий в соответствии с законодательством должны осуществить процедуру представления своих кандидатов. В соответствии с федеральным законом от 12 июня 2002 года номер 67 ФЗ по основным гарантиям избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации, статьей 67 Конституции Республики Ингушетия, законом Республики Ингушетия от 8 мая 2013 года номер 6 РЗ о порядке избрания главы Республики Ингушетия, Народное собрание Республики Ингушетия постановляет: первое. Назначить голосование по избранию главы Республики Ингушетия депутатами Народного собрания Республики Ингушетия на 9 сентября 2018 года. Второе. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. Председатель Народного собрания Республики Ингушетия Зеленхан Султанмамедович Егоров. А затем уже президент страны Владимир Путин предложит ингушскому парламенту 3 кандидатуры, определенные им из числа заявленных претендентов. А далее сами выборы. Индира Манкиева, Рахман Цуров, Новости 24. Глава Ингушетии Юнусбек Евкуров провел рабочую встречу с помощником советника Магомед Сали Добриевым и представителем акционерного общества «Курорты Северного Кавказа» Русланом Ужаховым. Руководитель региона обсудил ряд проектов, которые инвесторы заявляют для реализации в республике в 2019-2020 годах. Юнусбек Евкуров дал ряд поручений, обратил особое внимание на экспертизу бизнес-проектов и дал 2 недели на изучение документов. Глава считает, что в республике должна быть создана специальная комиссия, в которую войдут лучшие экономические эксперты. Он отметил, что для успешной защиты проекта в федеральных министерствах они должны быть безупречно разработаны и в первую очередь выгодны республике. Несколько десяток упаковок лирики и ампул тропикамида изъято правоохранительными органами Ингушетии в ходе рейда на окраине села Барсуки. Химические вещества сотрудниками были обнаружены в салоне задержанного автомобиля ВАЗ-2109. Водителя и пассажира сразу же доставили в отдел полиции. Как выяснилось, указанные вещества принадлежали 26-летнему Мусе Дудургову и 30-летнему Руслану Ханиеву. Оба являются жителями села Барсуки. 14 июня стартует одно из самых ожидаемых событий в мире спорта – чемпионат мира по футболу. Впервые в истории Мундиаль пройдет в России. Матчи состоятся на 12 стадионах, расположенных в 11 городах страны. Сборная России огласила окончательную заявку игроков на матчи. Владимир Путин в ходе прямой линии выразил надежду всей страны. Наша команда, что называется, еще выстрелит на чемпионате мира. Подробнее в материале Тамерлана Хамхоева. Россия, Саудовская Аравия, Египет и Уругвай. Не сказать, что перед нашей сборной стоит невыполнимая задача выйти из группы. В составе каждой из команд соперниц сборной России есть очень хорошие футболисты. Но в целом звездной хотя бы одну из них назвать сложновато. Не считая, разумеется, Уругвай. С командой из Латинской Америки наша сборная проведет матч 25 июня. И вполне есть шансы выиграть. Знаете, ведь сама играла в футбол, так что, если нужно, готова выйти на поле в составе российской команды. А вообще, я бы очень хотела увидеть матч Россия-Уругвай. Это 2 мои любимые страны. В состав сборной России вошли 23 футболиста, играющие в различных клубах российской премьер-лиги. В течение нескольких товарищеских матчей, или, как их любит называть главный тренер сборной Станислав Черчесов, контрольных игр, были попытки наиграть разные варианты состава.
Разумеется, одной из главных звезд турнира по праву считается египетский нападающий Мохаммед Салах, феноменально сыгравший прошлый сезон за английский Ливерпуль. С таким реактивным футболистом у защиты сборной России определенно возникнут проблемы при халатном отношении к делу. Поэтому останавливать скоростные прорывы Мохаммеда возможно только коллективными усилиями. Египет, а главное, Мо Салах, совсем не те парни, которые позволят сборной России легко выйти из группы. С 5 июня заезд уже начали осуществлять сборные. Команда Ирана прибыла в Россию первой. 7 июня в Саранск и Краснодар прилетают сборные Панамы и Испании. Остальные прибудут до 13 июня включительно, как раз накануне первой игры. На матче чемпионата мира уже раскуплено более 2 миллионов билетов. Из них 900 тысяч у россиян. Уже ясно, что количество болельщиков будет просто огромным. А это значит, что Мундиаль притягивает внимание фанатов футбола со всего мира. Организация будет на самом высоком уровне. В этом сомневаться не приходится. Остается надеяться, что сборная России порадует своих болельщиков красивой игрой. Тамерлан Хупоев, Новости 24. Сейчас прервемся на рекламу и далее в выпуске. Желающих сотни, а мест всего 47. В Минздраве прошло распределение целевых мест в ординатуру. В Краеведческом музее открылась выставка ингушских женских головных уборов. Этот автомобиль может стать твоим. Соверши покупку от 5000 рублей в Поиск.com и получи свой шанс выиграть автомобиль и другие ценные призы. Акция действует по 21 июня 2018 года. Подробности в магазинах Поиск.com. Назрань, улица Евлоева, 41. Продолжаем выпуск. В Насыр-Коште в районе Абегу открылась ярмарка, на которой представлен самый широкий ассортимент товаров местных производителей, а также продавцов из различных регионов и городов России. Здесь можно приобрести одежду, продукты питания, фрукты, овощи, мед, мясную, хлебобулочную и другую продукцию по ценам ниже рыночных. Ярмарка продлится до конца священного месяца Рамадан. Ярмарка организовать к праздникам нах аппарату гулж у садбака нах бы Ставрополер бы Нальчикер бы Дагестанер бы реализовывать необходимо хамажи продукты питания и уже хаме хмяхажи базар долчо дешевле. Предпочтение будет отдаваться наиболее востребованным специальностям в регионе. В Минздраве Ингушетии распределили целевые места между выпускниками медицинских вузов для обучения в ординатуре. Всего 47 мест, а желающих более 400 человек. Следует отметить, что в этом году изменились правила распределения. Подробности у Мадины Пугоевой. Специальность какая? Анестезиология. Фамилия? Кацваева. Новая волна поступающих и новые правила приема целевиков. Реформа здравоохранения добралась и до ингушских выпускников вузов. Поскольку интернатуру уже упразднили, отныне для желающих получить узкую специальность есть только один выход – ординатура. Будущие врачи, согласно изменениям, уже прошли аккредитацию. Знания молодых людей, планирующих продолжить обучение, в этом году проверили с помощью тестовых заданий. Дополнительно при распределении бюджетных мест в региональном Минздраве будут учитывать и ряд других критериев. Здесь будет учитываться и как окончил вуз, будет учитываться активность этого студента. Значит, некоторым студентам из вузов прислали хорошие характеристики. Вот за то время, что обучаются студенты в вузах, они участвуют в различных олимпиадах. Желающих получить заветное целевое место больше 400 человек. В их числе и выпускники прошлых лет, которые уже трудятся во благо ингушской медицины. Последним, вероятнее всего, повезет больше, поскольку трудовой стаж играет значительную роль при распределении мест в ординатуру. И хотя белый халат Хадишат Талдиевой приходилось носить разве что во время занятий, мама девочки уверена, терять надежду не стоит. Конечно, мы переживаем за детей. Хотя они у нас очень отлично учились, прекрасно посещали все занятия свои,
присутствовали на всех мероприятиях. Не менее оптимистичен и Магомед Башир Цучуев. Несколько лет назад ему удалось поступить в Ставропольский государственный медицинский университет. Теперь молодой человек намерен продолжить обучение по специальности. Учился на стоматологии, 5 лет отучился, сейчас закончил и поступаю в ординатуру. Хотел изучать ортогнатическую хирургию. Это раздел челюстно-лицевой хирургии. Впрочем, выпускникам вузов придется нелегко. В этом году для прохождения ординатуры за пределами республики получено 47 целевых мест. Согласие на углубленное обучение и практические занятия ингушским целевикам дали 5 регионов страны – Ростов, Астрахань, Ставрополь, Махачкала и Ярославль. Те, кто не смогут получить заветное место в ординатуре, смогут начать работать на участках за счет прохождения ими аккредитации. Терапевт бохбой, педиатр бохбой, стоматолог бохбой из института качултахага ханс адлу бохулу цункахталу участок бохбишуш. نجح قدع خداشي حنا لقي نسيت سنبيزن بالي قاشر أبوه بيعشوف ده حاجة ثم تحسبالش تحسب дополнительный бонус школ цулка даху уже ординатура قد даху диш тавых ищется. Предпочтение в распределении целевых мест в ординатуру в этом году отдали тем специальностям, которые больше всего востребованы в республике. Имена лучших выпускников вуза вместе с результатами конкурсного отбора станут известны уже во вторник. Мадина Пугоева, Адам Далаков, Новости 24. Комитет Республики по экологии и природным ресурсам проводит всероссийский конкурс фотографий на тему «Водные сокровища России». В нем может принять участие любой желающий. Для этого нужно прислать собственную фотографию водного объекта, расположенного на территории региона. Конкурс состоит из 9 номинаций, в каждой из которых определяются 3 победителя. Все участники будут награждены дипломами. Срок представления работ до 1 августа текущего года. В музее краеведения имени Тугана Мальсагова открылась выставка «Ингушские женские головные уборы», приуроченная ко Дню образования республики. Тема для выставки выбрана не случайно, ведь именно женщина является хранительницей очага, семьи, языка, традиций и чести народа. С экспонатами ознакомилась Ната Евлоева. Такой костюм несколько сотен лет назад мог сказать о многом. Откуда родом человек, чем занимается, из какой семьи. История отражается в каждом уголке этого зала. На выставке в Краеведческом музее представлена лишь самая малая часть богатой истории Ингушетии, передаваемая из поколения в поколение. Это чаба. Очень интересный наволосник. Или волосник, его так еще называют. Ну, да, волосник. Он был еще длиннее, в зависимости от длины волос. Здесь обязательно он был открыт, украшался бахромой. На выставке в основном представлены женские чокры, шали, платки и головные уборы. К примеру, курхас. Как известно, женщины носили его не просто, чтобы покрыть голову, как требуют обычаи. Он считался символом истинной су – горянки. Курхас шили из выделанной с постриженным ворсом шкуры. Его обшивали цветной тканью и разноцветными нитками. Женщины из зажиточных семей, как правило, шили курхас из цветного шелка. Один из элементов наряда ингушской невесты – шапочка ки. Ки шили в основном из желтого, красного, голубого и зеленого, бархата и шелка. Украшали позументами и разноцветными шелковыми кантами, изображающие национальный орнамент. Что самое главное, ки носили молодые девушки до свадьбы. Замужние же ходили в курхазах. Рукоделие у ингушских женщин считалось изысканным благородным делом. Вот и здесь представлены шали ручной работы Хульмат Бековой. Она вяжет их в узелковой технике из шелковых нитей, которая передается из поколения в поколение в их семье уже много десяток лет. Каждый раз свою новую работу она начинает с золотых слов. Научный исследователь Лемка Гагиева, как никто другой, знает об истории нашего народа и, тем не менее, не пропускает ни одной тематической выставки. Благодаря этим выставкам наша культура возрождается, наша история возрождается. Хотелось бы на этих выставках видеть побольше молодежи, видеть студенческую массу, потому что они перенимали преемственность. Я здесь сегодня прослеживаю больше среднее поколение и старшее поколение, но я думаю, что в дальнейшем на эту выставку посетят. Для каждого из присутствующих эта выставка – возможность приблизиться к необыкновенной красоте древнего ингушского быта, получше узнать о том, как жили наши предки, а образ истинной горянки уж точно сложился в их голове. Ната Евлоева, Рахман Суров, Новости 24.
Сегодня в России отмечают новый праздник – День краудфандинга. Напомню, что это народное финансирование или коллективное сотрудничество людей, которые добровольно жертвуют или вкладывают свои деньги, как правило, через интернет, чтобы оказать финансовую поддержку какому-либо проекту или организации. Цели, для которых средства могут собираться по схеме краудфандинга, в современном обществе бывают совершенно разные. Реализация какого-либо продукта, помощь пострадавшим от стихийных бедствий, любая благотворительная акция, поддержка со стороны болельщиков. В новом тысячелетии краудфандинг на Западе стал применяться буквально повсеместно. В России он также стремительно набирает популярность. Им уже активно пользуются как каналом сбора средств на свои проекты и некоммерческие организации, и творческие люди, и политики, и коммерческие структуры. На этом наш выпуск завершен. Оставайтесь на канале Ингушетия.